аккредитации. И это будут вопросы безопасности образовательной среды. Ну и, собственно, вот я хотела начать с того, почему так важно сейчас начать говорить о том, зачем нужна, собственно, вот эта самая безопасность, из каких элементов она состоит. Дело в том, что сегодня так получается, что мир устроен таким образом, что производство богатств, оно очень сильно и плотно связано с производством рисков. Да? И этому в том числе нужно, с одной стороны, учить детей, да, реакции на эти новые риски, но с другой стороны и в системе образования понимать, что мир меняется, что мир как бы на сегодняшний день предъявляет все новые и новые требования, да, и тоже учить реагировать, каким образом там можно жить в этой системе новых рисков. Ну, например, дело в том, что вот есть даже целый концепт, который был разработан Бауманом и Беком, да, рядом социологов, который говорит о том, что сегодня появляются невидимые, неощущаемые риски. Да? Ну, например, мы не понимаем, какое количество там, диоксинов или различного рода опасных химических веществ может находиться вот, в том или ином помещении. Да? К сожалению, химическая промышленность работает сегодня так, что, ну, особенно если мы говорим про закупки, систему закупок в школах, то мы находимся в ситуации роста рисков различного рода в образовательных организациях. И директора школ в том числе должны иметь навыки, как с этим работать и что с этим делать. И вот эти моменты, они заложены на сегодняшний день уже прямо в рамках ряда нормативно-правовых документов, которые существуют в Кыргызстане. Да, это и закон об общественном здравоохранении, это санитарный. Ну, это то, что касается вот, тематических сфер, зон нормативно-правового регулирования. А то, что касается непосредственно зоны работы в сфере образования, то это паспорт государственных услуг, вы знаете, и это типовые положения об общеобразовательной организации. Но аккредитация при этом занимает особую роль, особое место. То есть мы имеем ряд различного рода нормативно-правовых актов, но вот в систему их не собирает никто, да, на сегодняшний день. То есть есть какие-то требования, которые выставляет Министерство здравоохранения, МЧС и так далее. А вот кто собирает это в единую систему? И мы считаем, что роль аккредитации здесь очень сложно переоценить, потому что именно процесс аккредитации предъявляет определенного рода требования и задает вот этот вот тренд развития образовательной организации в сторону повышения безопасности образовательной среды. Да? То есть собирает это все вот в некий такой комплексный, да, подход задает. И в том числе мы говорим о том, что вот, на сегодняшний день это обязательно. Да? Существуют требования, которые имеют очень императивный характер. Мы обязаны и должны их выполнять. Но в связи с тем, что существует огромное количество разрывов, да, вот, например, в рамках нашей деятельности мы столкнулись с тем, что практически очень мало директоров школ, которые бы очень четко представляли себе требования, например, санитарных норм и правил и так далее. Да? То есть, есть данные, но как это реализовывать и в непосредственной практике довольно сложно представить себе. Ну вот я привожу эту картинку, которую тоже вы видели у Ларисы Юрьевны. Мы думаем в одинаковом залоге, да, в некотором одинаковом формате, но я хотела показать, а что есть вообще безопасная образовательная среда. Безопасная образовательная среда – это среда, которая обеспечивает условия обучения, при которых воздействие вредных, опасных факторов на учащихся исключено, либо уровни их воздействия не превышают допустимых норм. Да? То есть мы говорим о том, какая она должна быть. И это прописано уже в ряде нормативно-правовых актов, но благодаря взаимодействию с Министерством образования это интегрировано на сегодняшний день в руководство по проведению аккредитации. И является обязательным требованием, да, вот такое вот представление о безопасности образовательной среды для всех общеобразовательных организаций. И вообще безопасная образовательная среда, как мы видим, представляет собой конгломерат из трех больших аспектов. Это физическая безопасность, психологическая и информационная безопасность, и экологическая. Да? Вот дело в том, что на сегодняшний день
физическая и экологическая безопасность так или иначе нашли отражение в законодательстве. Но вот психологическая безопасность, появляется все больше новых и новых вызовов, да, связанных с информатизацией. Мы говорим о том, что все больше школ должно быть подключено к интернету. А что с этим делать? Да, как обеспечить вот эту минимальную планку требований безопасности по подключению к интернету, да, как работать в этом пространстве так, чтобы оградить наших учащихся от рисков, которые там потенциально могут быть. Вот это тоже новый вызов, с которым нам приходится работать, и в том числе интегрировать в требования аккредитации, да, чтобы директора школ брали на себя эту ответственность и организовывали деятельность внутри образовательной организации с целью снижения этих рисков. Новые подходы и термины, которые были также интегрированы в руководство по проведению аккредитации, это здоровьесберегающая среда, информационная безопасность, как я уже говорила. То есть на сегодня мы должны говорить не только про качество образования, но и про то, чтобы человек, который прошел систему образования, оставался здоровым и имел возможность, собственно, это здоровье поддерживать и имел навыки, да, как это здоровье сохранить на всю жизнь. Ну и несколько примеров, которые я хотела привести вам, каким образом это выглядит уже на сегодня в минимальных требованиях. Ну вот, например, минимальные требования, 2 глава, это разработка, утверждение, мониторинг, периодическая оценка образовательных программ. Да? Это механизмы периодической оценки. То есть самооценка, точно так же, о чем мы говорили перед этим, самооценка должна проводиться по вопросам безопасности образовательной среды. Были разработаны и предложены инструменты самооценки, в частности, создание паспорта безопасности образовательной организации, да, определение, вернее, замеры психологической безопасности, как должна работать психологическая, медицинская служба, социальная и так далее. И, опять же, предъявлены показатели здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды. Компетентностное обучение, оценка достижений учащихся – это наличие утвержденных планов по воспитательной работе с учащимися по вопросам, опять же, безопасности, психологической безопасности в том числе. Вот то, что касается кадровой политики, здесь речь шла о интеграции вопросов охраны труда, нормирования рабочего дня и соцзащиты сотрудников, потому что мы говорим не только о безопасности учащихся, да, но и о безопасности непосредственно самих педагогов, которые вовлечены в этот процесс, потому что, ну, к сожалению, тут тоже поле не пахано, и нам нужно работать в этом направлении. Ну и, наверное, самым большим блоком, куда были предложены и внесены изменения, это вопрос материально-технической базы информационных ресурсов. И вы знаете, здесь речь идет о том, что несмотря на то, что где-то какие-то отдельные элементы существуют, системности и комплексности на сегодняшний день пока нет, и была предложена вот работа в этом направлении, начиная, то есть здесь речь идет довольно детально. Если интересно, я, может быть, не буду сейчас прямо в деталях останавливаться, да, но скажу о том, что точно так же необходимо проводить самооценку безопасности образовательной среды и материально-технической базы и выставлять планы, да, каким образом директор и администрация школы могут привлекать дополнительные ресурсы, могут выставлять себе, ну, некие планки по достижению максимальной безопасности образовательной среды и в различных секторах, да, начиная там гигиена, санитария, качество работы столовой, в том числе вот вопросы, например, связанные с обеспечением инклюзии, да, и вот пандусы всевозможные и так далее. Не отворачиваться, хорошо. Ну и управление информацией, здесь речь идет о составлении специфического договора с родителями и законными представителями о доступе к информации. Это тоже один из этапов и аспектов организации информационной безопасности и работы с данными персональными. И это перекликается с законом о персональных данных государства. То, что касается существующего постановления правительства 844, о нем уже неоднократно упоминали до меня, то вот пока это в виде проекта, да, предложено
создать отдельную главу по минимальным требованиям по обеспечению безопасности образовательной среды с целью того, чтобы максимально систематизировать, потому что на сегодняшний день эти аспекты в тех или иных элементах, да, как вы видели, сейчас уже звучат, да, но, возможно, есть смысл сделать это более системно и на системном уровне отработать вопросы безопасности образовательной среды, потому что это один из важнейших компонентов нашей, коллеги, с вами работы. Мы должны выпускать здоровых детей и здоровое поколение. Да? Ну и есть на сегодняшний день наработаны уже ряд подходов, каким образом можно организовывать, нужно организовывать новую среду, да, безопасную среду, которая позволяет осуществлять больше физической активности, да, среду, которая позволяет осуществлять максимально создавать возможности для креативности и отвечать требованиям, современным требованиям системы образования. Здесь с этими и другими примерами вы можете ознакомиться на сайте SafeEduKG. И также я принесла сегодня дополнительные материалы по этому вопросу. Если кому интересно, вы можете взять вот в твердой копии на диске. Если кому интересны санитарные нормы.